Десятки единиц спецтехники, рабочих, засыпанный берег и срубленные деревья. Так сейчас выглядит набережное озера Кабан, где идет третья очередь благоустройства. К таким масштабным работам казанцы, казалось бы, уже привыкли. Но конкретно в этот раз ход стройки вызвал широкий общественный резонанс. Вопросы у жителей сразу возникли по поводу зеленых насаждений. На старте работ срубили многолетние ивы. Для многих большие раскидистые деревья были визитной карточкой озера. Я считаю, что вот такая вот колоссальная вырубка деревьев, это уже в ущерб экологии и в целом окружающей среде. Мы прогуливаемся, можно в жару в теньке спрятаться, а сейчас будет солнцепек. Двоякое мнение. Я видела проект, да, мне очень понравилось, очень красивый такой. Вообще, конечно, лучше бы, чтобы остались деревья. Произошедшее вдоль Кабана сегодня обсуждают и в экспертном сообществе. Экологи, биологи и урбанисты сделали ряд публикаций в соцсетях. Они считают, территория потеряла историческую ландшафтную самоидентичность. Ивы можно было сохранить, даже аварийные. Парадная Казань хороша для гостей, чтобы им ее показывать, но это был кусок чего-то сердечного. На слушаниях, которые были в префектуре Татарской Слободы для экспертов и старожилов, говорилось о том, что будет санитарная чистка от зарослей американского клена, но мы не ожидали, что будут затронуты и ивы. В Казанском исполкоме сегодня пояснили, вырубили старые и аварийные деревья. 95% из них – это американский клен и только несколько ив. Порядка 600 насаждений сохранили. Также провели обрезку остальных деревьев. Как сообщили чиновники, к обследованию насаждений привлекли специалистов Горводзеленхоза, дирекции парков и скверов и других. Во главу стола всегда ставится безопасность людей. Если мы вспомним с вами в течение года, что вообще происходит, когда бывают сильные порывы ветра, бывает, что ветки падают, целые деревья, портится чужое имущество в виде машин или же окна разбиваются. Чтобы избежать и даже не допустить таких моментов, конечно же, у нас всегда сносятся зеленые насаждения сразу в процессе стройки, именно аварийные. Еще раз скажу, то есть мы прежде чем снести зеленые насаждения, порядка 5 раз обследовали их. Сообщили, срубили деревья с критическим наклоном, поврежденными стволами, гнилью и пораженные дереворазрушающими грибами. На их месте планируют высадить влаголюбивые деревья, возможно, новые ивы. Хотя пока у экспертного сообщества есть опасения по поводу приживаемости. Однако руководитель комитета заверил, за качество отвечает лично. Обратите внимание на те объекты, которые были благоустроены много лет назад, и посмотрите на их приживаемость. Можно даже прямо сейчас пройти прогуляться, где новый театр Камала, первые, вторые очереди набережные. Приживаемость хорошая, растения всегда выбираются в лучших питомниках нашей страны. И тут таких опасений в принципе не должно быть. Еще одно переживание горожан связано с засыпкой озера. На некоторых участках появилась насыпь из песка, и там уже начали забивать сваи. Для чего? В исполкоме рассказали. Это временная мера. Насыпь нужна для установки опор для будущих пешеходных дорожек. После окончания работ дно озера от песка очистят. Так делали и во время благоустройства второй очереди со стороны Салимжанова. Мы ведем активную работу над самой трассировкой нижней набережной. То есть сейчас она у нас делится на два вида. Часть дорожек у нас проходит по воде, а часть дорожек проходит по склону самой набережной. Как только материалы будут готовы в полной мере, мы обязательно их повторно презентуем. Новые деревья вдоль озера планируют высадить осенью. Само благоустройство третьей очереди будет идти несколько лет. Алена Струминская, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.